Слово для выступления предоставляется стороне ответчику представителю Кабинета министров Кыргызской Республики по доверенности Тойчиеву Азамату Батырбековичу. Прошу вас пройти к трибуне. Саламатсыздарбы. Уважаемые судьи Конституционного суда Кыргызской Республики, уважаемые участники конституционного разбирательства, с вашего позволения я начну. Кабинет министров Кыргызской Республики, изучив ходатайство обращающейся стороны Алмазбекова Тилека Алмазбековича, считает необходимо отметить о следующем. Так, уважаемые судьи, постановление Кабинета министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года номер 204 об утверждении порядка обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной ложной информации и приостановления работы сайта или страниц сайта в связи с распространением недостоверной ложной информации в сети интернет был разработан в соответствии со статьей 3 Закона Кыргызской Республики о защите от недостоверной ложной информации. Целью данного постановления является защита граждан и юридических лиц от распространения в сети интернет недостоверной ложной информации. Как вам известно, согласно частям 1 и 2 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, в который Кыргызская Республика присоединилась 12 января 1994 года, каждый человек имеет право на беспрепятственно придерживаться своих мнений, а также имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору. Всеобщему сведению известно, что в Кыргызской Республике распространение информации осуществляется свободно. Между тем, согласно основному закону Кыргызской Республики, а именно Конституции Кыргызской Республики, принятая всеобщим народным голосованием, предусматривает, что часть 1 статьи 29 Конституции Кыргызской Республики, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и достоинства. Основной закон гарантирует защиту, в том числе судебную, от неправомерного сбора, хранения, распространения конфиденциальной информации и информации о частной жизни человека, а также гарантирует право на возмещение материального и морального вреда, причиненного неправомерными действиями. Данное положение находит отражение в Международном пакте о гражданских и политических правах, статья 17, согласно которым каждый человек имеет право на защиту закона от посягательств на его честь и репутацию. Законодательством Кыргызской Республики в случае распространения недостоверной ложной информации установлена ответственность. Запреты на распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве, ответственность лиц, допустивших распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве в целях обеспечения прав и свобод граждан, юридических лиц и защиты их от недостоверной ложной информации, а также права и обязанности обозначены в сфере, установленной законом Кыргызской Республики о защите от недостоверной ложной информации. Важно отметить, что закон Кыргызской Республики о защите от недостоверной ложной информации не направлен на ограничение свободы слова, печати и средств массовой информации. Как отмечено выше, предметом закона является запрет на распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве и ответственность лиц, допустивших распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве. Информация, распространяемая в интернет-пространстве Кыргызской Республики, признается объектом публичных гражданских правоотношений в соответствии с частью 2 статьи 1 вышеуказанного закона. А согласно статье 3 обозначенного закона, распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве Кыргызской Республики не допускается. Каждый, кто считает, что в отношении него была распространена недостоверная ложная информация, порочащая его честь, достоинство, деловую репутацию, вправе обратиться к владельцу сайта в сети интернет или владельцу страницы сайта в сети интернет с требованием о немедленном в течение 24 часов с момента обращения, удаления со страницы или сайта недостоверной ложной информации и размещения информации, опровергающей ранее размещенную недостоверную ложную информацию. В случае отказа от удаления недостоверной информации или нарушения времени удаления недостоверной ложной информации, лицо, чьи права и свободы были нарушены в связи с публикацией недостоверной ложной информации, о нем вправе обжаловать действия владельца сайта в сети интернет или владельца страницы сайта в сети интернет в порядке, определяемым Кабинетом министров Кыргызской Республики, требует удаления недостоверной ложной информации и приостановления работы сайта или страниц сайта. Постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года номер 204 утвержден порядок обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаление недостоверной ложной информации и приостановление работы сайта или страниц сайта в связи с распространением недостоверной ложной информации в сети интернет, который устанавливает механизм обжалования действий владельца сайта или страниц сайта, удаление недостоверной ложной информации и приостановление работы сайта или страниц сайта в связи с распространением недостоверной ложной информации в сети интернет.
Следовательно, указан порядок регулирует правоотношения в случае отказа от удаления недостоверной информации или нарушения времени удаления недостоверной ложной информации. Лицо, чьи права и свободы были нарушены в связи с публикацией недостоверной ложной информации о нем, вправе обжаловать действия владельца сайта в сети интернет или владельца сети интернет. Следует отметить, что согласно подпункту 9 пункта 7 вышеуказанного порядка, в случае отказа владельца сайта или страницы сайта в сети интернет от действий по удалению сайта или страниц сайта, недостоверной ложной информации, размещения информации о ее опровержении, либо нарушение срока удаления такой информации, заявителем подается в письменном или электронном виде заявление, которое должно содержать в том числе информацию или материалы, подтверждающие отказ владельца сайта или страниц сайта в сети интернет от удаления недостоверной ложной информации, размещения информации о ее опровержении при наличии. Обращаю ваше внимание, уважаемые судьи, что согласно пункту 17 данного порядка, владелец сайта в сети интернет, владелец страниц в сети интернет, хостинг-провайдер в случае несогласия с решением уполномоченного государственного органа в сфере информации вправе обжаловать его в административном досудебном порядке, а в последующем судебном порядке. Согласно статье 66 Закона Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах в редакции от 31 июля 2015 года предусмотрено, что подача административной жалобы приостанавливает исполнение обжалуемого административного акта до вступления в силу решения административного органа по административной жалобе, за исключением предусмотренным законом случаев немедленного исполнения административного акта, в случае, когда немедленное исполнение необходимо исходя из общественных интересов. То есть, исходя из вышеизложенного, владелец сайта в сети интернет, владелец страницы сети интернет в случае несогласия с решением уполномоченного государственного органа в сфере информации вправе обжаловать ее по административному досудебному порядку, где сроки исполнения решения уполномоченного госоргана приостанавливаются, за исключением пунктов 1 вышеупомянутого закона. Кабинет министров Кыргызской считает, что доводы в ходатайстве о нарушении принципа состязательности сторон, доводы в ходатайстве об ограничении прав владельца сайта, выражающихся в абсолютном отсутствии доступа владельца сайта к участию в рассмотрении являются несостоятельными. При поступлении заявления от физических и юридических лиц, в отношении которых была распространена недостоверная ложная информация в интернете, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня принимает решение об удалении недостоверной ложной информации в установленном срока для исполнения владельцем сайта или страниц сайта решения и направляет в адрес Министерства цифрового развития Кыргызской Республики. В течение указанного срока у владельца сайта есть право на обжалование решения об удалении недостоверной ложной информации в досудебном порядке Министерства в соответствии с законом Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах. При поступлении на административную жалобу от владельца сайта Министерство проводит заседание комиссии Министерства по рассмотрению административных жалоб с участием заявителя и владельца сайта, в ходе которой сторонам предоставляется возможность высказаться о фактических обстоятельствах дела. В этой связи довод Тилека Алмазбековича о том, что закон и порядок ставят заявителя в более выигрышное положение, чем владельцев сайта, нарушая при этом конституционную норму, предусмотренную частью 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики, является необоснованным. Таким образом, указан порядок не исключает принцип состязательных сторон, поскольку отражает также интересы владельцев сайтов сети интернет, страниц сети интернет. Более того, согласно части 3 статьи 4 вышеобозначенного закона, владелец сайта или страниц сайта и пользователь в интернет-пространстве Кыргызстана имеет право не соглашаться с доводами лица, чьи права свободы, по ее мнению, были ограничены. Первое. Второе. Оспорить в судебном порядке действия, направленные на приостановление работы сайта или страниц сайта в сети интернет. Свободно искать, получать, хранить, использовать информацию, не порочащую или не унижающую честь и достоинство личности, и распространять ее устно, письменно или иным способом. Тем самым законодатель вышеуказанной статьей установил также норму, защищающую права владельцев сайта или страниц сайта и пользователей в интернет-пространстве. Хотелось бы также отметить, что согласно части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики обеспечить всем лицам, находящимся в пределах ее территории, под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод. Учитывая приведенное, Кабинет министров Кыргызской Республики считает, что пункты 10.13 порядка обжалования действий владельца сайта или страниц сайта, удаление недостоверной ложной информации и приостановление работы сайта или страниц сайта в связи с распространением недостоверной ложной информации в сети интернет, утвержденное постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года, номер 204, не противоречит части 1 статьи 5, части 3 статьи 23, частям 1, 2, статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо, уважаемый суд. У вас все, да?